Дмитрий Давыдов – якутский режиссер, сценарист и продюсер. Родился в 1983 году в селе Амга. До недавнего времени работал школьным учителем в родном селе и параллельно начал снимать кино. Стартом его карьеры как режиссера можно считать 2014 год и сильную драму «Костер на ветру». Но главным успехом можно считать драму «Пугало» на 31-м кинотавре. На днях Дмитрий Давыдов представил свое самое необычное творение – фолк-комедию «Песни лета». На сегодня он снял 10 фильмов, половина из которых еще не вышла на широкий экран. Здравствуйте, Дмитрий. Я дважды посмотрела «Песни лета». И пришла к выводу, что это какая-то гротескная формула всех комментариев под вашими фильмами. Не так историю рассказываешь. Ну, давайте расскажу, как мужики рассказывают. Слишком мрачно показываешь Якутию. Давайте в самых ярких красках. Я правильно поняла картину? О чем она вообще? О чем, да? Ну, о чем вообще сложный вопрос. А почему так? Вот мы можем, наверное, ответить. Здесь, наверное, своя правда есть, потому что и в комментариях, да, меня там многие критикуют о том, что зачем такое снимать кино, да? Мы хотим другое кино. Ну, то, что вот зритель, якутский зритель, он пока не готов, наверное, к тому якутскому кино, которое вот сейчас формируется. Ему надо попроще, повеселее и так далее. Поэтому, да, как бы вот было желание сделать совершенно что-то такое, другое, показать Якутию летнюю, да. Вот у нас в основном фильмы такие осенне-зимние, какие-то весенние, переходные. У нас таких ярких летних фильмов, по-моему, мало. Да, и когда вот этот фильм посмотрели, например, жители Центральной России, там, на фестивалях, да, они прямо удивились, оказывается, Якутия может быть еще летней, зеленой, яркой. А второй вопрос был, да, у меня был спор с одним преподавателем сценарного мастерства одного из там университетов, я не буду говорить там какого, в России, да, то есть мы проводили мастер-класс, и тут спикер тоже был. И вот он начал выступать и этим вот зрителям объяснять то, что любое кино, в любом кино необходим главный герой, необходим конфликт, проблема, с которой начинает работать главный герой. В конечном итоге он эту проблему решает, и в конце он должен как-то измениться, да, то есть какое-то изменение главного героя. Вот, и никак иначе. Я такой вот начинаю, потом я выхожу, я говорю, что это все неправильно. Можно сделать фильм, вот убрать конфликт с самого начала. И это очень интересно. Вот, у тебя есть главный герой, у тебя нет конфликта. Вот, что будет делать главный герой, и почему он должен меняться, и что будет в конце. Результатом доволен? Результатом, там была большая работа проведена. Это вообще, наверное, самый мой сложный фильм был в плане подготовки. Ну и самый дорогой, наверное. Самый дорогой, у нас чисто вот на пошив костюмов мы потратили целый месяц. У нас работал швейный цех. То есть мы организовали там прямо вот поставили открыли швейный цех. У нас целый месяц он работал, чтобы шить вот эти костюмы. Там, и потом на строительство декораций это все было построено. Результатом доволен. Так о чем же фильм? О чем фильм? Вкратце, если по синопсису, да, это история о том, как... Это история про каникулы, летние каникулы, когда внук приезжает к деду на Сайлык. Они начинают там жить. И они потом постепенно, да, как-то находят общий язык, потому что внук не хочет там находиться, а старику хорошо было одному. И вот как-то они начинают там вместе все это там работать, жить и так далее. Потом они вдруг находят в поле какого-то старовера непонятного мужчину, кто он такой, вообще непонятно. И вот начинают они втроем жить, и с этого момента у них там начинается какое-то приключение, волшебство, чудеса, то есть это все как-то в мистику перерастает и так далее. Потом у нас там появляется, оказывается, то, что в этом лесу еще живут такие лесные жители, то есть есть какой-то народ, который живет рядом, у которых свой язык, своя культура, там, и вот они проводят свой этот летний праздник. И наши герои, они приходят ночью на этот праздник и начинают тоже там участвовать. Вот, понятно, о чем фильм? Сценарий — это главное в кино? В кино все главное, да? Я думаю, что самое главное — это идея. Потому что если в фильме не будет четко выраженной яркой идеи, я думаю, там, не знаю, хороший сценарий, хорошая актерская работа, но фильм будет пустым. Так, «Песни лета»
Там Здесь маленько другой вопрос, наверное, тут тоже такое необычное для меня кино, потому что изначально я себе сказал, то, что тут никакого большого не смысла, да, вот этой идеи, сверхзадачи, вот, чтобы я не ставил фильм, потому что если я начну сейчас там копать и как-то туда вкладывать какие-то там глубокие мысли для зрителя, вот образ вот этого летнего такого фильма легкого, да, он пропадет. Но для меня, конечно, там есть и смысл глубокий, и понимание, почему вообще, что в этом фильме, вот эта история, что означает. Но мне, вот я об этом сейчас никому не говорю, мне интересно слушать вообще мнение зрителя. после этого фильма не хочется снимать больше таких теплых картин? Это я, по-моему, года 2 назад, да, сказал, то, что вот мне хочется уже уйти в какую-то другую степь. И это вот как «Песня лета», это как бы такой первый шаг к тому, то, что вот хочется делать маленько иное кино теперь. Мы сняли, это в прошлом году, мы сняли фильм «Эдерсас» еще называется, он у нас выйдет в январе как раз. Это тоже, это у нас такой рок-мюзикл получился. Там у нас мы использовали 12 песен группы «Харды». Это у нас чисто музыкальный фильм, комедия такая вот. Но в то же время там очень сильная драма тоже идет. Тоже это вот, эти фильмы сложно определить одним жанром. То есть это такой вот, там очень много жанров, и что ты смотришь, непонятно. То есть это и не комедия, и не драма, это все вот такой вот... Что-то похожее на саму группу «Харды». Синтез такой. Да, там есть дух вот этого, наверное, времени, 90-х, наверное, что-то такое подобное. Каким будет фильм? Вот «Эдерсас». Это, ну, как бы история про человека, у которого нет родины, да, вот дома, то есть где его дом, непонятно. И оттуда он ушел и приехал вроде бы в родной дом, он заходит в пустой уже дом, там родителей уже нет, то есть он весь замороженный, и, ну, как бы этот дом уже чужой, это не его дом. Но все это рассказано легко, в виде комедии, при том музыкальной комедии. Там очень много танцев. Песен нет, но там танцы. Там прямо под якутский рок, там такие сцены. Работы все позитивнее и позитивнее. Позитивнее, да, но в то же время этим летом мы сняли хоррор, якутский хоррор, то, что мне интересно поработать в разных жанрах. И вот в следующем году, наверное, скорее всего, мы после «Эдерсас», наверное, или в 2024 году мы вот этот покажем хоррор. Как называется? Рабочее название «Граница». Мы его сняли на английском языке. На английском? То есть это, ну, изначально актеры у нас разговаривают на английском языке. Это мы сделали для того, чтобы, ну, понятно становится то, что внутри нашего региона работать, ну, снимать кино только для якутского зрителя, наверное, это уже тупик для развития якутского кино. В то же время в России мы пока тоже не очень интересны. Ну, если честно, да, массовый российский зритель, он на якутское кино не пойдет. А в то же время мы видим очень большой интерес с Азии, с Европы к якутской культуре. Что изменилось после «Триумфа» на кинотеатре? Стало больше возможностей, наверное, снимать, и в то же время внутренне психологически стало желание говорить больше и больше. Поэтому вот стал больше снимать. В прошлом году я снял 3 фильма. В этом году мы сейчас работаем над «Границей». Потом вот у нас сейчас еще будет проект. Мы уезжаем в Москву. Сейчас после Нового года у нас будут московские съемки. Ну, как бы, да, то есть возможность говорить. Потому что я думаю, что ужасно, когда у автора нет возможности сказать. За счет того, что вы снимаете там 3 фильма за год вместо 1 фильма в год, не теряется качество? Вот или глубина? Боялись, мне кинокритики говорили, что мы за тебя очень боялись, что ты уйдешь в тираж. Да? Вот то, что в прошлом году там я заявил, что 3 фильма сниму, и вот как бы 3 фильма. Но они, посмотрев, сказали, что пока уровень держишь. Но это, конечно, не всегда так. Все равно устаешь, и как бы себя загонять тоже, я думаю, не стоит. Поэтому сейчас вот у нас большой проект. У нас есть грант Министерства культуры. В России мы участвовали в
в конкурсе, да, вот, Минкульта летом. Мы получили этот грант, и вот весной, не весной, вот после Нового года мы поедем в Москву, и там будет московский проект. То есть мы будем уже над этим проектом работать там года 2, наверное. Подробнее про московский проект. Там будут только московские кинематографисты работать или как? Я пока что много про этот проект сказать не могу, потому что там есть продюсеры московские, да, вот там, которые могут там сказать, что почему там рассказываешь. Но вкратце это история про русскую деревню, которая умирает. У нас в России в год умирает где-то 600-700 деревень, просто исчезает, да, и вот история про это. Производство у нас московская команда. Я стараюсь сейчас понабрать с Якутии специалистов, да, но там изначально желание у москвичей, ну вот у продюсеров, чтобы это была московская команда. Ну и мне тоже, в принципе, это интересно, потому что как работать внутри Якутии с якутской командой я уже знаю. Мне интересно, в первую очередь, чтобы у меня был опыт работы с московской командой, потому что там принципы работы вообще другие. Вот если мы работаем быстро, ну вот опять-таки, да, если мы быстро работаем, они работают медленнее, они работают по-другому. У нас другие принципы работы, да, и мы общаемся на площадке по-другому. У них там все как-то тоже. Ну вот мне интересно поработать просто с другими. Я снял на сегодня 10 фильмов. 10 уже. Но есть фильмы, вот практически половина фильмов, она пока еще не вышла, да, она сейчас в производстве находится. Но мой самый любимый, ну не то что лучший фильм, я считаю, это «Сюге». Сюге. Но это любительская картина. Как бы можно сказать, то, что официально там первый фильм это «Костер на ветру» был, профессиональный. А самый нелюбимый фильм, который не получился? Который не получился. Ваш взгляд? Нет, так вот прямо то, что вот это все плохо и как-то удалить, там такого ничего не было, потому что все равно это труд не только тебя, а труд всей команды, и ты над одним фильмом все равно работаешь там 2-3 года как минимум. Но у меня всегда есть претензии с профессиональной точки зрения. Вот я не могу смотреть вот ранние картины, потому что я уже понимаю то, что там я как-то вот профессионально не так вот все это сделал. То есть я бы сейчас все это снял бы по-другому, наверное. Поэтому к любому фильму есть претензии, конечно. Даже к «Песне лета»? Даже к «Песне лета», потому что уже прошло, ну, сколько, год уже, ну, мы прошлым летом снимали, да? То есть я бы сейчас уже понимал то, что возможно, да, как-то, ну, потому что ты учишься, и ты как бы тоже и там в начале года ты один, да, в конце года ты уже, у тебя и взгляды поменялись, и какое-то умение, да, какие-то там, не знаю, опыт уже другой, поэтому в «Песнях лета» я бы тоже там уже маленько все по-другому сделал бы. Мне очень понравилась операторская работа в этом фильме. Вот именно по операторской, я думаю, то, что мы там, ну, да, Саша вообще, это уникальная работа, но можно было там еще интереснее сделать, чтобы камера была тоже, там есть 3 персонажа, 3 главных героя, чтобы камера была еще одним персонажем, 4-м. То есть не наблюдать за всем этим, рядом ходить, а чтобы камера была и 4-м еще, то есть чтобы они вчетвером там. Люди перестали вот, писать про вас, говорить о вас как режиссер-учитель? Ну, или учитель стал режиссером? Это где-то было, да? Вот выходит там якутский режиссер, там кто-то, там, якутский режиссер, там кто-то. Это где-то было представление такое, да? А вот учитель, который снимает кино, ну тоже как-то режиссер-учитель. Но сейчас я ушел со школы, я уже 2-й год там не работаю, поэтому все равно там в любых интервью там то, что там связь со школой, там как-то все это вот они связывают. Но я думаю, то, что для меня вот эта вот профессия учителя, она ушла в прошлое, сейчас вот максимально я в кино. А вообще эта профессия помогла вам? Я же работал и организатором детского движения, и специалистом по работе с молодежью работал в свое время, да? Директором работал, заучем, психологом и так далее, классным руководителем и так далее. Поэтому вот эти организаторские способности, они помогают. Я психологом еще работал, поэтому, в принципе, я думаю, то, что я умею организовать толпу, ну, группу людей. Вот съемки, да, вот кто работал со мной, я считаю то, что
им легко работать со мной. Ну, я думаю, надеюсь. Вот, поэтому, наверное, вот организаторские способности в себе развил такие вот благодаря школе. А во время съемок меняли актеров? Нет, не менял. Я считаю, то, что у меня хороший вкус на актеров. То есть у меня каст всегда удачный. Ну, я так считаю. Ну и, в принципе, так считают многие, потому что во всех фильмах, ну вот последних пока нет, но во всех фильмах у меня главные герои получают эти призы за лучшую актерскую работу на фестивалях. Все ваши работы это как некая миссия ваша, я так поняла в начале разговора. Мгм. Что это за миссия? Что вы хотите сказать? Здесь тоже вот я каждый день себе задаю вопрос вот с самого начала, да, зачем ты пришел в кино? Вот есть кино как искусство, кино как бизнес. Вот я не хочу заниматься кино как бизнесом, потому что это сегодняшнее, да, ты можешь ярко сегодня как бы там, ну, выстрелить, но завтра как бы это все пустые слова, да, как бы, вот, не знаю, ты сказал, а завтра все это забыли. Кино как искусство, искусством заниматься всегда сложно. И вот я всегда себе говорю то, что и временами останавливаю, зачем ты пришел в кино. Вот мне там предлагали сериалы, там, ну, чтобы чисто заработать, да, вот, в принципе, какие-то проекты там с хорошими гонорарами, да, я всегда отказываюсь, потому что это мне неинтересно. Я не считаю то, что это искусство. Вот мне важно всегда, пришел в кино для того, чтобы что-то сказать. Ты как автор, у тебя есть какое-то авторское высказывание, вот пока есть что сказать, то вот снимаю кино. Наверное, настанет момент, когда устанешь говорить, и вот я, наверное, скорее всего себе вот ставлю какие-то рамки. Если я пока могу говорить, да, я снимаю. Но, наверное, настанет время, когда просто уйду из кино, потому что, ну, не знаю, снимать кино, в котором ты как автор ничего уже не можешь новое сказать, например, да, я думаю, это уже неправильно для тебя. Поэтому настанет, наверное, период, когда просто ушел из кино, не знаю, в музыку, либо куда-то еще. А вот после «Триумфа Пугала» я помню, что у вас какое-то внутреннее выгорание было. Что стало этим толчком, что вы начали снимать совсем по-другому, совсем на другие темы, совсем в другой реальности? Меняется мышление, меняется вкусы, наверное, да. Интересно было, конечно, работать над «Костром на ветру», над «Пугало», там, над другими фильмами, но гораздо интереснее, наверное, менять и что-то пробовать другое. Вот мы сняли фильм «Ит», например, да, это вообще альманах из коротышей, и там прямо все так жестко и агрессивно, быстро. Ну, тоже интересно было. Мы будем снимать вторую часть, кстати, в следующем году. Ну, как бы тоже интерес есть вот в такой манере поработать. Вот сейчас вот пробую, ну, не в жанре комедии, да, но делать работать где есть сарказм какой-то, да, то есть как-то вот, чтобы это все маленько так вот смешно выглядело, да, вот в хорроре пробую себя. То есть вот не ищу себя, а просто интересно не работать там, не быть режиссером одного жанра, одного направления, а как-то вот что-то другое пробовать. Выгорание было, но здесь понимаешь, что пока снимает, вот я другим тоже говорил, что пока есть возможность снимать, пока есть возможность работать, стоит работать. Потому что настанет момент, когда ты захочешь снимать, и вот я сейчас смотрю на ситуацию там у других режиссеров, которые вот по 5, по 6 лет бегают со сценарием, по продюсерам, которые не могут, да. Я думаю, ужасная ситуация, когда в тебе это горит, ты хочешь это снять, а ты не можешь это снять. Вот, а пока есть возможность снимать, пока ты можешь организоваться, сделать, показать, я думаю, стоит это делать. Что нужно, чтобы снять хорошее кино? Хорошее кино, голова нужна, да. Хорошая идея нужна. Вот все рождается от идеи. Если будет пустая, неправильная идея, там какой бы хороший сценарий не был, хорошее кино не получится. А если денег нет? Сколько денег нужно? Ну, есть гениальная идея, но нет денег. Минимум Смотря от сценария.
У нас, например, вот этот фильм «Прозрачные земли» он называется, да? Это московский проект, который мы будем, да? Там бюджет за 50 миллионов, например, идет. То есть, ну, там потому что надо это. Там строительные работы. То есть мы берем целую заброшенную деревню и начинаем ее отстраивать. То есть там колоссальная работа. Есть проекты, где, ну, вот фильм «Ит», например, да, там практически мы за копейки сняли. Но я считаю то, что... И вот я сейчас всем коллегам говорю, то, что нам стоит прекратить вообще работать за бесценок вообще. Потому что у нас есть ребята-специалисты, с которыми, ну, они хотят в кино работать, а мы как продюсеры там начинаем им копейки платить. Ну, один раз можно попросить человека, да, 2-3 раза, да, но если это годами происходит, когда ты там платишь какие-то мизерные гонорары ребятам, я думаю, неправильно. Поэтому ты как продюсер сейчас должен понимать то, что, ну, меньше там, не знаю, 4-5 миллионов снимать кино смысла нету сейчас. А чье мнение вам важно, что фильм получился или не получился? Кому вы прислушиваетесь? Мнение всех зрителей важно, но мне важно объективное мнение. Вот есть критика, есть критиканство. Критика, она нужна, потому что когда тебя хвалят, это, конечно, хорошо, но это тебя в конечном итоге убивает, наверное, как автора. Критика, она тебя учит, развивает. Поэтому, если это хорошая, ну, правильная критика, где там тебе указывают на ошибки, либо мнение, там как-то все это пытаются как-то свое видение, да, либо свое неприятие какое-то там высказать, да, это читаешь и как-то, ну, оцениваешь, и как-то думаешь про это, анализируешь. Главный критик вашей жизни? Сам? Сам. Да, потому что к себе очень большие требования всегда. Всегда большие вопросы, и всегда это самодисциплина, саморазвитие должна быть. Можешь себя наказывать и так далее. Потому что... Хвалить себя? Хвалю, наверное, себя мало, потому что я понимаю то, что даже если я снял 10 фильмов, я понимаю то, что я еще не умею снимать кино. То есть мне надо еще многому учиться. Я не могу там, например, выйти и сказать то, что я там хороший режиссер, например. Я сейчас вас научу, как снимать кино. Например, я так не могу сказать. Мне гораздо интереснее сидеть в зале и слушать таких людей, которые пытаются, ну, какой-то свой опыт передают. Потому что, пока я думаю, то, что мне еще многому стоит учиться. Не боишься потерять вот эту какую-то самобытность? Наоборот, наверное, всегда стоит меняться и развиваться, я думаю. Вот мне было бы полезно сейчас вот поработать за рубежом, где-то, наверное, в Скандинавии, впечатлиться, возможно, какого-то другого опыта набраться, да, знаний, привезти сюда эти знания, да, обучить здесь этих ребят, либо ребят потом какие-то контакты навести, чтобы ребята наши поехали там работать, например. Вот сейчас у нас, например, есть хороший вариант с Алматой поработать, да, с Казахстаном, потому что у них там все на уровне. Вот как бы интересно так. Растерять себя, ну, не знаю, это зависит, наверное, тоже от меня. Если там расслаблюсь, либо устану, то, наверное, скорее всего, да, как бы все это пойдет. Но сейчас спасает самодисциплина, наверное, самоорганизация, то, что всегда вот просыпаешься и говоришь, что вот сегодня ты должен что-то новое узнать, обучиться и так далее. Постоянно как бы работаешь над собой. О нынешних реалиях не хочется снимать? Прямо о нынешних? Да. Ну, сейчас я, конечно, так вот абстрактно скажу, общими словами, конечно, да, но прямо есть огромное желание, и вот мы буквально вчера с моей командой мы сидели и разговаривали, есть огромное желание снять фильм, прямо о сегодняшних событиях. Но здесь большой вопрос, как это снять, и второй вопрос, какой результат будет лично для нас, потому что ребята боятся, да, но что будет в итоге, да, отношение вот к политике сегодняшней, там, к общественным вот этим, как общество реагирует на вот эти, там тоже я считаю, что это как-то, ну, очень большое удивление, как общество наше российское вот на все это реагирует. Вот. Конечно, сейчас хочется про это снять, но вот есть понимание вообще, зачем, для кого, потому что в России это кино точно не покажут, его запретят.
Ну как, а хочется, чтобы это Для именно- истории, чтобы внуки потом посмотрели. Не внуки, а хочется, чтобы вот прямо надо сейчас это сделать для того, чтобы показать вот этим людям, как они выглядят со стороны, чтобы они на себя посмотрели и вот то, что они находятся прямо в этой ситуации. Вот это хочется показать. Не так, то, что там, чтобы это осталось там потом, когда будет анализ там через поколение, то, что все это успокоится и там как-то все это воспримет, да, как фильм там «Иди и смотри», да, в свое время сняли. Вот, ну, сейчас вот думаем, стоит вообще, не стоит это делать. Здорово. Я понимаю, стоит, но понимаю то, что будут последствия потом. И не только для меня, а для всей команды, для всего якутского кино потом. Вот. Но планов много. Есть планы. Я занимаюсь продюсерством, да, и есть планы вытаскивать молодых ребят. Вот сейчас мы ищем хорошие такие сценарии для того, чтобы с ними начать работать, чтобы они снимали свое кино потом. А вам не интересно работать по сценариям других людей? Нет, я думаю, то, что вот задача автора, да, в чем? Ты не просто как режиссер-постановщик, которого можно поменять, да, а ты как автор. Ты как автор должен, вот пришел в кино для того, чтобы что-то сказать. У тебя что-то должно гореть внутри, проблема, ну, то есть ты не можешь не сказать про это. И вот это есть идея. И вот эта идея должна проработаться в тебе самом. Ты должен эту идею сам выработать, сам написать сценарий, сам снять, сам смонтировать, сам показать. То есть Хороший это режиссер все обязательно этапы. сценарист? Нет, почему? Не обязательно. Есть прямо замечательные режиссеры, которые просто вырабатывают возможные идеи, либо что-то, да, и отдают сценаристам. Но я считаю то, что мне самому интересно писать сценарий, то есть сидеть и все это, вот, чтобы это была моя работа полностью. И как бы ответственность моя, потому что если какие-то вопросы будут по фильму, да, вот, чтобы, у режиссера ответственность должна быть. Зачем ты это показал, для чего ты это показал, почему ты так сказал. Вот ты должен всегда уметь, уметь ответить на вот эти все вопросы. Вообще, мое желание, я стараюсь всех поддерживать, и любое якутское кино, там, неважно какого качества, там, хорошее, плохое, всегда как-то, постараться там и вытаскивать, как-то так вот. Потому что вот сейчас прямо, да, из-за вот этой ситуации у нас очень много, не могу сказать там половина, да, но очень много ребят из якутского кино, оно уехало. И, скорее всего, некоторые не вернутся, да, то есть у нас уже большой пробел по некоторым специалистам. Нам надо вытаскивать новых ребят, обучать, чтобы в якутском кино, как бы, не знаю, были молодые, чтобы обновление какое-то было. А часто вам отправляют свои работы посоветоваться, сценарий? Часто. Да. Всегда отвечаете? Всегда стараюсь помогать, читать сценарий, подсказывать что-то, приходить на съемки, даже, возможно, смотреть на монтаже, там что-то подсказывать. Что нужно, чтобы стать режиссером, вообще работать в кино? Чтобы работать в кино, просто на каких-то других позициях, можно просто написать в Инстаграме, найти какого-то якутского режиссера и написать ему, сказать, что возьмите меня на съемочную площадку. У меня практика такая, я всегда себя вот так вот сейчас ставлю, то что 30%, наверное, моей съемочной команды — это все любители-новички, которые в первый раз в кино. Они мне пишут, и я им потом отвечаю, давайте вот в сентябре сможешь ко мне приехать? Приезжай. И вот они приезжают в первый раз вообще в кино. Вот на последних съемках у нас осенью мы сняли там, да, где-то из 30, наверное, там человек, 8 точно, наверное, это вот ребята, которые вообще в первый раз в кино. Они работают, платишь им еще и гонорар, и обучаешь их. Потом они уходят к себе, либо на другие проекты, набивают руку, потом начинают там что-то свое снимать и так далее, и так далее. Чтобы стать режиссером? Чтобы стать режиссером? Здесь два правила, да, много снимать, много смотреть. Что нужно, чтобы стать хорошим писателем? Много писать, много читать. Ты читаешь других, ты пишешь сам. Но то, что ты пишешь сам, потом сжигаешь. Здесь в принципе, принцип тот же самый. Много смотришь, много снимаешь на свой телефон, потом все это удаляешь. Но потом приходит момент, когда ты понимаешь, что в принципе я готов уже что-то серьезное снять.
находишь продюсера, либо сам находишь деньги, собираешь команду, подходишь к старшим, например, там, режиссерам, ко мне, там, либо к Степану Барнашову, там, к Амбросиеву Алексею, да, либо там, ну, к ребятам подходишь и представляешься, там, говоришь, что вот у меня есть сценарий, я сам написал, хочу снять кино. Так просто все? Ну, я думаю, да. Вот особенность якутского кино, то что вот мы стараемся друг друга поддерживать. Всем говорю то, что нам конкурировать с друг другом сейчас нету смысла. Нам надо сейчас вместе сообща выходить, вот то, что мы сейчас и делаем, пытаемся делать, да. Вот, а потом, когда у нас там мы станем там крутыми, там, не знаю, вот в принципе, вот мы можем там, чтобы конкуренция какая-то была. А сейчас на сегодняшнем этапе, если не будет поддержки друг друга, ничего не получится. Как понять, что мы стали крутые? Ну, когда мы будем снимать там фильмы за 200, за 300, за 500 миллионов, и это будет для нас, как бы вот, в год там по 7-8 фильмов в Якутии таких снимается, например, там. Когда у нас там мы постпродакшн в Голливуде будем делать, либо там, не знаю, вот тогда вот. Сейчас стоит задача не опускаться вниз, то есть не останавливаться, а максимально работать над собой и идти вперед. Потому что, не знаю, останавливаться, анализировать — это стагнация, а стагнация — это всегда упадок. Всегда, если ты остановишься, ты проиграешь. Поэтому ты всегда должен как-то вот стараться идти вперед, улучшаться, как-то вот, не знаю. Ну вот и якутской, вот почему все говорят, то, что там, зачем вам фестивали, да, там, в принципе, якутское кино хорошо себя ощущает вот внутри Якутии, да, там зарабатывают. Зина и Леха вышла, да, вообще рекорд, по-моему, да, в этом году. Там 15 миллионов, они около 15 миллионов собрали. Ну, это круто же. Но, с другой стороны, если якутское кино не будет показываться там, мы не будем понимать, вообще якутское кино — это вот часть всего вот кино, которое происходит в мире. Мы не знаю, вот нет понятия якутского кино, по-моему, на самом деле. Есть мировое кино. Вот ты, если пришел в кино, ты работаешь в кино. Неважно, где ты это снимаешь, ты можешь там в Бангладеш поехать, снять там, например, да. Ты вот должен себя вот так вот как-то, не знаю, себя так считать и как-то вот относиться к работе вот так. Вот мы должны как-то вот думать сейчас, о чем вообще в мировом кино, какие темы, что актуально, о чем хочет посмотреть, что хочет посмотреть зритель, да. Вот как-то вот, не знаю, так. Если мы будем работать внутри своей территории, наверное, мы... Ну, это интересно, но я думаю, то, что это вот опять вот эта стагнация, да, то есть мы остановка, и в конечном итоге у нас там, как это случилось, ну, к сожалению, да, там с якутским роком, якутское кино там спустя там 10 лет оно пропадет, если не будет вот этого развития. Не будет не развития, а не будет вот этого общения с другими. А оно происходит только благодаря фестивалям. Спасибо большое, что пришел сегодня. Спасибо вам.